Мы начинаем наш с вами первый вебинар, посвященный очень важной проблеме. Но прежде чем мы будем обсуждать направление работы учителей по ОБЖ, я немного расскажу о том, чем же обусловлена необходимость создания вот такой вот педагогической структуры. Дело в том, что создание республиканских методических объединений подготовлено всем порядком федеральных и региональных документов, начиная с федерального закона об образовании. Следующий федеральный документ, который определяет содержание нашего образования, это новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. И таким образом новые направления политики в образовании, они стали уже приносить плоды. И результаты мониторинга, который был проведен в 2015 году, показал, что для того, чтобы федеральные государственные образовательные стандарты способствовали реализации поставленных целей и задач, необходимо уже разрабатывать новый комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений в области науки, педагогических технологий, изменения запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях. И вот в ответ на это поручение президента вышел приказ Министерства образования Российской Федерации от 15 декабря 2016 года об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях. Таким образом, мы видим, что формулировка приказа Министерства образования Российской Федерации, она повторяет поручение президента. В ответ на поставленные запросы стали происходить определенные изменения в деятельности педагогических сообществ. И вот, например, уже весной и летом 2016 года стали создаваться педагогические сообщества. В Республике Коми у нас функционируют педагогические сообщества учителей географии, технологии, искусства, обществознания, физической культуры. Так, что у нас еще есть? И даже педагогическое сообщество школьных библиотекарей. Но особенность заключается в том, что эти сообщества построены на добровольной основе. То есть хотят учителя, они работают в этом сообществе, включаются в его деятельность, не хотят, и, соответственно, не происходит обсуждение тех задач, которые были поставлены в федеральных документах. В ответ на данные федеральные запросы в Республике Коми выходит приказ, подписанный заместителем председателя правительства Республики Коми, министра образования, науки и молодежной политики Натальей Алексеевной Михальченковой от 14 апреля 2017 года о создании республиканских методических объединений в системе Республики Коми. Таким образом, мы с вами видим, что создание республиканских методических объединений – это напрямую государственный заказ в школе, который инициирован президентом. И создавая наше сообщество, Республиканское методическое сообщество преподавателей и организаторов ОБЖ, мы таким образом выполняем с вами приказ президента. И создание сообщества не является какой-то там прихотью или узким желанием какой-то определенной группы людей. В ответ на приказ министра, 23, я вам рассылала в ваши образовательные организации, где вы работаете, лично на почту, если у нас был такой электронный адрес, рассылала приказ приказ министра Михальченковой, и
в ответ на этот приказ и мою просьбу вы присылали некоторые свои пожелания, которые я проанализировала. Спасибо вам за это. И попыталась как-то их потом уже реализовать для конкретной беседы с вами. И вот совсем недавно, 23 мая 2017 года, прошло заседание учебно-методического объединения общего образования Республики Коми, и на этом заседании были приняты решения об утверждении республиканских методических объединений, и в том числе вот по нашему с вами предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Коми Республиканский институт развития образования берет на себя функции организационного и научно-методического сопровождения деятельности Республиканского методического объединения. Мне, конечно, надо было, наверное, сразу представиться, кто я такая и в честь чего вдруг стала заниматься Республиканским методическим объединением учителей ОБЖ. Значит, на титульном слайде можно было прочитать, что меня зовут Новикова Ирина Дмитриевна, я методист Института развития образования. Так, но кроме того, я имею опыт преподавания такой вузовской дисциплины, как методика обучения ОБЖ и руководство кафедрой безопасности жизнедеятельности в Коми Государственном педагогическом институте и в СГУ. И содержание предмета мне стало родным, и проблемы, которые связаны с данной предметной областью, учебным предметом, мне тоже понятны и стали близки за это время. В состав Республиканского методического объединения автоматически входят председатели муниципальных методических объединений ваших муниципальных образований. И как раз вот вы являетесь непосредственные работники школы, вот вы и являетесь конкретными теми, кто обеспечивает организацию и методическое сопровождение школьных методических объединений. И еще раз повторяю, чтобы вот не забывали вертикаль, которая выстраивается у нас, это президент, Министерство образования Российской Федерации, Министерство образования Республики Коми, РМО, ММО, школа и конкретно педагог. То есть вот такая вот жесткая вертикаль. Итогом нашей с вами работы должна стать разработка концепции развития учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». То есть данная концепция будет утверждать содержание учебного предмета и рассматривать основные проблемы и способы их решения. Уже утверждены концепции, как мы видим, математического образования, русского языка, литературы, учебного предмета по истории, так, и целый блок концепций, которые необходимо еще разработать. Я принимала участие в разработке концепции по географии, и нужно сказать, что учителя географии достаточно активно принимали участие в обсуждении проблем, и мы посылали в Министерство образования Российской Федерации свои предложения по проблеме преподавания этого предмета. Эти предложения были учтены, и я думаю, что мы с вами тоже будем заниматься довольно-таки активно и продуктивно разработкой концепции преподавания основ безопасности жизнедеятельности. На этом слайде показана вот эта вот система, вот эта вот вертикаль обеспечения организационного и научно-методического руководства всех структур, которые так или иначе занимаются разработкой и координацией методического сопровождения преподавания предмета. Эти структуры ведут учителя, обеспечивая его профессиональный рост. Кроме того, мы здесь также на этом слайде можем увидеть, что
на уровне региона с нами будут работать различные общественно-профессиональные объединения, так, ну и обеспечивает необходимое организационное и методическое сопровождение Коми Республиканский институт развития образования. На местах муниципальным объединениям помогают муниципально-методические центры, информационно-методические центры и какие-либо другие муниципальные отделения общественно-профессиональных организаций. Так, рассмотрим рассмотрим перечень задач, которые стоят перед нами. Ну, в первую очередь, так, про концепцию мы уже с вами, концепцию я уже вам обозначила, так, и именно необходимо определить, уточнить содержание учебного предмета, хотя нам и предложен примерный перечень, примерная программа учебного предмета. Вы на основе этого разрабатываете свои рабочие учебные программы, но тем не менее необходимо, чтобы у нас в республике сформировалось единое образовательное пространство и чтобы дети получали необходимые знания в области формирования культуры, безопасности, жизнедеятельности. Так как среди учителей ОБЖ имеются преподаватели, которые в основном связаны своей такой военной профессиональной деятельностью, или преподаватели, которые или преподают люди без педагогического образования или со средним специальным профессиональным образованием, конечно же, нам необходимо будет разрабатывать и обобщать в соответствии с содержанием нашего предмета новые подходы и технологии преподавания. Планируется, по крайней мере, организация активного обсуждения в педагогическом сообществе различных профессиональных практик и проведения их экспертизы. И, конечно же, для того, чтобы делиться своим наработанным опытом, необходимо организовать площадки для того, чтобы проходила апробация каких-либо новых наработок и предложений. Рассмотрим общие положения, которые являются общими для всех республиканских методических объединений, то есть и для ОРКСЭ, и для Коми языка и литературы, и наш с вами предмет. То есть с юридической точки зрения мы являемся республиканским государственным общественным объединением в системе общего образования. Наша цель нашей работы – это повысить эффективность деятельности преподавателей и организаторов, педагогов дополнительного образования в области формирования культуры, безопасности, жизнедеятельности. То есть именно обеспечить профессиональный рост учителя через работу по содержанию и совершенствованию педагогических технологий. Республиканское методическое объединение осуществляет свою деятельность на принципах равноправия всех его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. То есть как это будет происходить? Ну, во-первых, то, что принципы равноправия, мы все уважаем друг друга, мы ценим мнение каждого. Коллегиальность руководства, то есть это не значит, что Новикова будет единолично принимать какие-то решения. У нас будут созданы различные творческие рабочие группы, о которых я буду говорить несколько позже, так, и мы будем обсуждать принимаемые решения. И принцип гласности, конечно же, он очень необходим, и сейчас портал нашего института открыт для общения. Кстати говоря, на сайте института вы увидите такую рубрику, которая называется «Видеозал», и затем вторично можно будет посмотреть данную презентацию, данный вебинар, и также будет представлена вам ссылка, куда нужно пройти для того, чтобы ознакомиться с сегодняшними материалами, и эти материалы вы можете предоставить своим коллегам. Конечно же, основная наша задача состоит в том, чтобы
разработать то содержание учебного предмета, которое поможет сформировать у учащихся необходимые знания, умения, которые необходимы для применения в текущей жизни. Ну, как раз это и цель является нашего предмета, чтобы дети владели теми умениями, которые обеспечат их безопасность и формируют культуру безопасности жизнедеятельности. Обращаю ваше внимание, что речь также идет не только об основном образовании, но и о дополнительном образовании, потому что в детских домах творчества, в домах детского творчества функционируют кружки, факультативы, которые дополняют предмет основы безопасности жизнедеятельности. Так, про состав. То есть я уже начала озвучивать, кто входит в состав. Так. Также в состав нашего сообщества будут входить педагогические работники и кафедры безопасности жизнедеятельности СГУ имени Петерима Сорокина. Это люди, которые компетентны, многих вы знаете, встречались на Олимпиаде республиканской по ОБЖ. Вели также наши сотрудники кафедры, вели также и курсы повышения квалификации, то есть люди компетентные и уважаемые. Кроме того, к работе Республиканского методического объединения будут подключены сотрудники силовых структур, с которыми уже имеется устная договоренность, но останется только документально все это оформить. Так, ну вот, то есть есть договоренность с представителями вот этих вот силовых структур, которые здесь вы видите на слайде, и в своих муниципальных образованиях эти отделения работают, как говорится, по полной программе. Так, задачи РМО. Для того, чтобы реализовать задачи РМО, у нас, я параллельно буду говорить о том, что мы будем организовывать вот такие вот вебинары. И, конечно же, очень было бы неплохо, чтобы мы проводили и очные семинары, потому что, как показывает практика, это лучше всего. Но вот для того, чтобы вот эти вот проблемы, которые у нас возникают, их обсуждать и на основе анализа разрабатывать какие-либо конкретные методические рекомендации. Очень для нас важно, чтобы проводилась оценка лучших педагогических практик преподавания предмета. Вот, к сожалению, вот этого опыта, обобщенного опыта по преподаванию предмета ОБЖ у нас нет. Те портфолио, которые представляют учителя ОБЖ, они очень какие-то скудные, не показывают во всей широте то, чем вы занимаетесь. И, к сожалению, вот я являюсь членом экспертной группы, порой не за что, к сожалению, вот какой-то опыт конкретно пропагандировать, потому что он плохо представлен. Нам нужно научиться себя представлять. Практически нет проектов, программ, результатов научно-исследовательских работ. То есть вот эта вот задача тоже перед нами стоит очень важная. Республиканское методическое объединение призвано оказывать методическую помощь в разработке методических рекомендаций с целью повышения эффективности и результативности урочной и внеурочной работы, роста профессионального мастерства, активизации работы методических объединений муниципального и школьного уровней. Значит, каждый, кто более силен в какой-то определенной области, у кого более хорошо развиты какие-то достижения в какой-то определенной области, так, конечно же, мы это будем с вами обсуждать и на этой основе разрабатывать методические рекомендации. Очень важное направление – это организация интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад для одаренных детей. Конечно, ведущей формой у нас являются муниципальные и республиканские этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников по ОБЖ. В этом году, в декабре, мы проводили республиканский онлайн-конкурс, онлайн-олимпиаду по основам медицинских знаний.
И очень приятно, что также в эту олимпиаду включились и вы, уважаемые коллеги. Но в этом году, в этот раз учителей по ОБЖ, которые представляли своих учащихся, было мало. В основном это были учителя по биологии. Так. Очень важный для меня вопрос – это подготовка, как подготовить обучающихся победителей регионального этапа к участию во всероссийском этапе Олимпиады по ОБЖ. Как сделать так, чтобы каждый год наши победители регионального этапа выезжали куда-либо в Россию для приобретения и демонстрации своего опыта. На территории Республики Коми развивается кадетское движение, которое может стать основой для организации профильной и предпрофильной подготовки обучающихся. Как раз старшеклассники у нас будут заканчивать, это 9, 10, 11 классы, последние года остаются тех детей, для тех, кто учится по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Так, вот для этих вот детей нужно попытаться не упустить возможность организовать предпрофильную и профильную подготовку по таким профилям, как, например, оборонно-спортивный профиль и оборонно-технический профиль. Таким образом мы поможем учащимся определиться профессионально и через такую вот профилизацию обеспечим углубленное изучение каких-то предметов. Ну, например, оборонно-спортивные, оборонно-технические профили, они так или иначе будут предусматривать усиление таких вот предметных областей, как обществознание, отечественная история. Если это будет профиль оборонно-технический, это предметы математического цикла, физика. То есть здесь перспектив у нас очень много, и как раз вот о развитии профильной и предпрофильной подготовки об этом написано в Федеральном законе об образовании. И вышли, соответственно, примерные рабочие программы базового и профильного уровней. Эти вот рабочие программы мы должны как раз использовать для разработки своего содержания предмета. Так, ну, по-моему, я заканчиваю уже перечень задач, их много, и отсюда, вот, реализуя весь этот комплекс задач, мы и сможем как раз принять участие в разработке проекта концепции развития образования по основам безопасности жизнедеятельности. Ах, еще все-таки не, вот точно 12, так и думала. Так. Вот как раз 10-й вопрос, 10-я задача очень важная. Оказание методического и информационно-технологического содействия в организации проведения учебных сборов для обучающихся 10-11 классов. Так, значит, вот этот пункт 10 и 11, это очень важные сейчас пункты. Я составляла записку на основе тех материалов, которые вы представили в Министерство образования, а этот запрос пошел от главы республики. То есть как осуществляется у нас подготовка по основам военной службы в образовательных организациях и в организациях специального профессионального образования. Ну, во-первых, нужно сказать, что мне помогли составить эту пояснительную записку 9 человек, которые ответили на мою просьбу. Так, и что получается? Вот какое противоречие между программами, между программой и федеральными документами, которые регламентируют учебные сборы, я обнаружила. Ну, во-первых, я прочитала очень внимательно все рекомендации, те документы, на основе которых проводятся учебные сборы, и выявлено, значит, следующее, что программы как таковой проведения учебных сборов нет. Представляются в основном или учебно-тематический план, или план по дням проведения сборов, но единой программы нет. Другое противоречие заключается в том, что вот вы сетуете, уважаемые коллеги, что ветхая, старая, отсутствует материально-техническая база. Но для того, чтобы даже говорить о том, что там нету саперных лопаток, забирают саперные лопатки, и еще какие-то у нас проблемы с материальным обеспечением. Но когда я читаю программу для 10 класса, так, 11 класса, то я не вижу там того перечня учебных умений,
профессиональных вот этих вот военных умений, которые должны быть сформированы у детей. А если эти умения в программе не прописаны, то спрашивается, на каком основании тогда требуются, например, дозиметрические приборы, так, зачем требуются лопатки, зачем нужны макеты гранат, мин, автомат Калашникова, зачем все это надо, если не прописано нигде это. И вот я всегда прекрасно понимаю вот эту вот боль, когда нет того, на основе чего учить детей, но спрашивается, а чему учить, если эти знания конкретные, эти умения, они в программе не прописаны. Я вот сейчас говорю не просто как коллега, как друг, а именно просто как сухой администратор. И программы вот эти по проведению сборов по основам военной службы как раз вот мы будем приводить в соответствие с теми документами, которые регламентируют этот вид, эту форму обучения детей. Вы, конечно, сейчас скажете, ну вот, опять там еще какую-то программу составлять. Ну что сделаешь? Если у нас будет документ, который конкретно поясняет, предлагает алгоритм действия вот именно в эти 5 дней проведения учебных сборов, так, если у нас будет представлен перечень умений, критерии оценивания этих умений, так, то тогда можно будет уже и аргументированно обращаться в нужные инстанции для того, чтобы требовать то, что нам положено. Кстати говоря, в документах написано о том, что военные комиссариаты должны помогать нам в формировании учебно-материальной базы. Так, следующая задача – это разработка направлений и предложений, поддержания и форм организации. Извините, пожалуйста. Извини, я сейчас занята очень, потом перезвоню. Угу. Так, то есть какие формы повышения квалификации вы предпочитаете, да? Что необходимо включить в содержание модулей, программ, курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки? Необходимо обновлять вот это направление работы в соответствии с теми проблемами, которые мы будем рассматривать в содержании и в методике преподавания предмета. Мы можем с вами также внести или уточнения, предложить какие-то рекомендации по наполнению портфолио профессионального. Пожалуйста, я вас приглашаю вот к работе по таким направлениям. Так, рассмотрим общие требования к деятельности Республиканского методического объединения. Значит, первое – это организационная работа. Значит, на основе ваших предложений, ну и исходя из задач в первую очередь, так, мы будем разрабатывать план работы на учебный год, вот 17-18 учебный год и перспективный год. Так, для того, чтобы реализовать поставленные какие-то задачи в плане, так, мы будем организовывать взаимодействие с муниципальными методическими объединениями учителей ОБЖ. То есть мы должны вот создать вот эту вот сеть, которая будет очень тесно общаться, сеть из учителей, которые будут тесно общаться. Так. И для того, чтобы более адресно проводить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, вот руководителям муниципальных методических объединений рекомендуется, например, вот составить такой вот реестр учителей ОБЖ по уровню их квалификации, стажа работы, уровня профессиональной квалификации и тех направлений повышения квалификации, которые были уже пройдены, для того, чтобы попытаться выстроить вот эту вот индивидуальную какую-то траекторию профессионального роста педагога, чтобы педагоги не увлекались только, например, повышением своей компетентности в содержательной области. Вот интересно тоже такой вот парадокс, что в основном очно проходят курсы там где-то в области повышения своей компетентности по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, гражданской обороны, медицинской службы. Вот это очно проходит. Но
когда речь касается повышения своей профессиональной грамотности, педагогической грамотности, то здесь мы переходим только на заочные какие-то дистанционные курсы, которые очень мало результативные. И когда работаешь на дистанционном курсе, так, то отправляешь замечание, а преподаватель начинает обижаться, что, мол, вот я там типа что-то сделал, а вы меня не засчитываете эту работу. То есть возникают вот такие вот у нас проблемы. То есть необходимо все-таки стараться посещать курсы повышения квалификации очные. Так. Республиканское методическое объединение содействует организации сетевого взаимодействия методических объединений с различными ведомствами. Ну вот на местах, я знаю, вы очень хорошо контактируете с различными ведомствами, которые обеспечивают комплексную безопасность в Республике Коми. Так. От вас, особенно от руководителей муниципальных методических объединений, я жду вот в помощи, в координации, в сотрудничестве, в таком тесном, и в координации вот этих вот наших встреч. Потому что, да, вот сейчас было очень, у нас есть трудности в чем? В том, что мы вклиниваемся вот в систему вот сейчас экзаменационных работ, ЕГЭ, конец учебного года, но мы, опять же, что мы выполняем приказ министерства, так, и нам необходимо вот в этих вот условиях все-таки консолидироваться и разработать направление плана работы нашей. А когда мы будем это делать? Нам нужно не в сентябре, ведь нам сейчас нужно уже что-то, какие-то основные вехи определить. Я к чему сейчас говорю, о координации? Да потому что, приходится, я рассылала информационные письма, раз звоню, второй раз звоню, так, но каждый раз вот так вот дергать вас, да, и говорить о том, что нужно выполнять те обязанности, которые на вас возложены, все-таки это несколько затруднительно. Так и как-то даже неловко дергать человека, который занят другими важными делами. Значит, мы имеем право вносить предложения я уже неоднократно на этом останавливалась, так, мы имеем право вносить предложения по взаимодействию с различными юридическими и физическими лицами, так, силовыми какими-то структурами, ведомственными структурами в рамках выполнения поставленных задач. Вот это вот было у нас организационное направление. Так, следующее очень важное направление – это обеспечение методического сопровождения предмета. Вот, нам необходимо будет на сайте КРИРО, в портале «Единое образовательное пространство» Республики Коми создать свой сетевой такой вот сайт, раздел, так, где мы будем с вами общаться конкретно. И вот именно в этом разделе, так, у нас будут свои рубрики. Вы можете, кстати говоря, и сделать предложение, какие рубрики мы должны будем создать на этом сайте. Так. И вот именно здесь у нас будет такой вот банк, вот этот вот методического сопровождения, преподавания, в котором, например, мы будем систематизировать уроки не только просто там по классам 6, 7, 8 и так дальше, да, а именно по проблемам. Вот, например, вот это вот у нас уроки, там, посвященные, реализованные посредством такой-то технологии, а вот это вот уроки, использованные с такой-то технологией, так, и тут у нас какая может быть проблема. Я знаю, общаясь уже с другими преподавателями, например, по географии, присылает учитель работу, да, мысль хорошая, но чтобы эту работу выставить на сайт, так, на всеобщее обозрение республики, чтобы этот сайт был действительно достойным, так, и не смешивался с сайтами федеральными, где можно найти уроки, конспекты уроков, которые не выдерживают никакой методической критики. Так вот,
То есть прежде чем этот ваш продукт методический, он будет размещен на сайте института, да, он обязательно пройдет экспертизу, не только мою, но у нас ведь будет экспертная группа, так, и только вот такие вот образцы, хорошие методические разработки, которые не стыдно показать, которые можно будет потом опубликовать в журнале методическом. Я вот так вот вижу нашу работу. Так, теперь вот обратите, пожалуйста, внимание. Значит, Министерством образования вышел приказ по освещению всероссийских мероприятий в Республике Коми в соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. Это направление уже сейчас Институтом развития образования реализуется. И на сайте института так, вы увидите вот эту вот рубрику «Календарь». По месяцам он сейчас разложен, есть апрель, май, июнь. И вот если мы откроем июнь, там как раз вы найдете методические рекомендации, информационные письма, какую-то другую информацию, которая поможет реализовать вот эти вот, вот это вот требование. Так. Так, на основе сетевого взаимодействия оказываем консультационную помощь педагогическим работникам по научно-методическому, учебно-методическому и материально-техническому сопровождению реализации рабочей программы по предмету. В основном у нас научно-методическое сопровождение, научно-методическое сопровождение обеспечивает Институт развития образования, а вот вы как раз уже и занимаетесь учебно-методическими разработками, которыми будем делиться между собой. Так, оказываем различную методическую помощь консультационную. Так, принимаем участие в подготовке преподавателей к переходу на предпрофильное обучение и профильное обучение. Вот поэтому вот здесь вот у нас тоже должна быть создана рабочая группа, кто сможет принять участие в работе этой группы. Вообще, наверное, уже кто-то стал определяться, какой раздел нашего направления кто будет вести. Так. Значит, другое направление – это организация внеурочной деятельности, в первую очередь олимпиадной деятельности и соревнований спортивно-прикладного характера. Соревнования спортивно-прикладного характера в республике проходят вроде бы неплохо, насколько я так наслышана, но обобщения этого опыта нет. И вот как раз как нам повысить уровень выступления учащихся на Олимпиаде. Здесь можно таких вот тоже два направления создать. Это, например, кто-то будет делиться, может быть, вот у кого хорошо получается спортивно-прикладные мероприятия, кто-то будет делиться, как же эффективно формировать у детей различные практические навыки. Так? Кто-то может рассказать, поделиться опытом, а как лучше подготовить учащихся к выполнению теоретических заданий Олимпиады. К тому же я планирую в сентябре, где-либо в сентябре, вот в октябре, до начала этапов провести анализ ответов школьников по ряду заданий и для того, чтобы мы выявили, где же у нас западают, где несовершенна методика подготовки учащихся, по каким темам и по содержанию каких заданий. Так, третье направление – это содействие профессиональному развитию педагогических работников. Так, значит, здесь вот как раз наша задача, начиная от школьных муниципальных объединений до муниципальных, помочь учителю построить индивидуальный маршрут профессионального педагогического роста в зависимости от ряда показателей, о которых мы уже с вами говорили. И в составе работы, в составе РМО у нас будут создаваться рабочие группы, секции по уровням общего образования, по направленностям, профилям общеобразовательных программ.
То есть вот какие у нас выделяются направления сейчас, какие можно создавать рабочие группы. Значит, первая рабочая группа – это у нас будет заниматься разработкой программ по совершенствованию материально-технической базы, это разработка программ по проведению учебных сборов по основам военной службы. Далее у нас вот рабочая группа по сопровождению профессионального роста, рабочая группа, которую можно разделить на две подгруппы. Это подготовка учащихся, организация внеурочной деятельности по предмету. И вот здесь вот еще не назвала такую проблему, которую назвали коллеги. Две даже проблемы не озвучила. Первая проблема, это как раз связано с Олимпиадой, это разработка такого пакета заданий для муниципального этапа Олимпиады, который был бы для всех одинаков. Здесь, конечно, вот необходимо вот это вот сетевое содружество, общение между собой, чтобы было сказано, как-то мы нашли такие вот общие этапы Олимпиады, заканчивались тем, что вот примерно вот перечень, да, а остальное уже на местах члены жюри предметного, они сами определяют, а что же нужно делать. И вот как раз коллеги рекомендуют все-таки разработать единую систему практических заданий на практическом туре муниципального этапа Олимпиады. И в связи с еще одно направление, еще одна рабочая группа нам потребуется, это это разработка единых итоговых каких-то контрольных срезов для того, чтобы все учащиеся всей республики выполняли одно и то же. Вот такие вот направления у нас. И еще одна рабочая группа, или уже при вашем непосредственном участии мы будем разрабатывать и вести свой профессиональный предметный сайт. Так, значит, мы имеем полное право принимать участие в разработке рекомендаций по работе аттестационной комиссии по нашему предмету. Может быть, можно внести какие-либо рекомендации, что-то дополнительное внести, какие-то... И вот еще очень важный такой вот вопрос – это организация научно-исследовательской проектной деятельности учителя по проблемам, посвященных преподаванию предмета. К сожалению, учителя ОБЖ чуть ли не на последнем месте находятся по своей публикационной активности, проведению проектной деятельности и научно-исследовательской работы. Если вот эта работа не ведется, так, то тогда какие результаты мы можем представить, да? Что можем публиковать? И как раз вот именно из-за того, что у учителей вот эти вот последние пункты портфолио, они стоят, получают или очень низкие баллы, или вообще на нуле, так, вот в этом-то потом порой заключается, что проблема в получении высшей квалификационной категории. Работа такого рода исследовательская не проводится, нет выступлений на муниципальном уровне или на республиканском уровне, нет публикаций соответствующих, и поэтому мы теряем баллы и не можем получить высшую квалификационную категорию. А нужно сказать, что вот эти вот критерии и показатели, по которым составляется портфолио у нас, да, оно все-таки в первую очередь ориентируется на федеральные рекомендации. Так, форма организации. Техника идет у нас сейчас вперед далеко. И вот, пожалуйста, у нас с вами проходит вебинар. Могли ли мы об этом представить где-то даже года 3 назад, что у нас такой с вами вебинар получится? Как мы будем с вами собираться на заседание? Так, это может быть организована видеоконференц-связь какая-либо, или вот такой же вот вебинар, чтобы он был активный. Вы должны будете задавать вопросы в чате. Вот сейчас потом посмотрю, что у нас, какие вопросы возникли. Так, публикационная деятельность. Так, я, как говорится, гарантирую, если вы что-то будете присылать, я обязательно все это буду вычитывать, так, и
если мы будем вот так вот работать тесно, да, то мы сможем подготовить статьи для публикации или сделать такой методический продукт, который не стыдно будет выставить и на нашем сайте, и на федеральном сайте. Затем мы будем проводить, хотелось бы, конечно, чтобы это были у нас очные семинары, методические, практикоориентированные, конференции различного уровня. То есть эта конференция может быть и муниципального уровня, пожалуйста, каждый в своем муниципальном образовании может организовать конференцию, так? Или же это будет республиканская конференция или федеральная конференция. Вот сейчас, по-моему, это будет ноябрь, в ноябре будет проходить очень важное педагогическое событие, как форум, который называется «Общество государства», педагогика общества государства. Так? И за три года ни разу учителя ОБЖ не принимали в этом форуме участие. Мне очень печально по этому поводу. Давайте будем готовиться к выступлению на этом форуме. Вот он сейчас будет в ноябре. Так? Давайте будем обмениваться, делиться своими достижениями, показывать направления и результаты своей работы. Так, вебинары, видеоконференции. Так, приглашаю всех принять участие в работе республиканского портала, образовательный портал Республики Коми. И все сказала. И вот, пожалуйста, мои контактные данные. Так, вы эти контактные данные можете предложить своим коллегам. И я надеюсь, что к началу нового учебного года вы сможете уже что-то предложить конкретное, если вот только сейчас это от нас не потребует к 15 июня разработать план работы на год. Я буду опираться только тогда на те предложения, которые поступили от 9 человек. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. И, может быть, что-то я не учту. Но план, он мобильный у нас, и если какие-то предложения будут конструктивными, конечно же, я обязательно это учту.